Приветствую вас, уважаемые телезрители. Это прямой эфир программы «Министр онлайн». И сегодня мы говорим о поддержке спорта в Республике Ингушетия. Каких достижений удалось нам достигнуть за последнее время? Об этом нам расскажет министр по развитию физической культуры и спорта Республики Ингушетия Руслан Курейшевич Белхароев и его заместитель Тайгир Баширович Султыков. Я рада вас приветствовать в нашей программе. Итак, Руслан Курейшевич, последние месяцы они были очень насыщенными в спортивной сфере. Какие события вы считаете наиболее значимыми? Буквально два дня назад завершился у нас турнир НФЛ, смешанный единоборств. Было очень много зрителей, около 5000 зрителей. Не было даже даже яцер. Многим понравилось. Из соседние регионы, и надеюсь, в конце года еще один турнир планируется у нас. Президент НФЛ у нас Гелани Калиматов, он в спорте не сегодня, он был тренером греко-римской борьбы, он знает тонкости некоторые, и вместе с Геланием провели этот хороший турнир. Я думаю, еще до конца года ей интерес лучше. То есть у вас уже планы есть на конец года. Мы позже посмотрим видеоматериал, связанный с этим турниром. Я думаю, что нашим телезрителям будет интересно еще раз посмотреть. Расширенный обзор этого турнира мы планируем еще показать в нашей телепрограмме на выходных, чтобы все могли ознакомиться. В субботу будет еще подробный анонс, поэтому следите за нашими социальными сетями и вещанием. А сейчас мне хочется представить первый видеоматериал успеха нашего земляка. Новый чемпион мира у нас Ислам Евлоев. Смотрели и наблюдали ли за этим поединком? Ислам Евлоев долго шел к этой цели. В том году в Иордании у нас был этот первенство мира. Тоже он там вел счетом и иранцу проиграл. И спустя года исправил ошибки и завоевал золотую медаль. Терпение, труд для Хамди. Это оправдано в любом случае. Ислам, проигрывая, 3-3 по последним действиям, проигрывал. Стойки ворвался и со счетом 8-3 через золотую медаль вырвал, как можно сказать. В этой жюри, кто бы что бы ни говорил, судьи мешают. Кто борется, тот может. И судьи шуннадуйте хаяк кишош. Ислам молодец. На него надо равняться, нашим молодым. Также буквально неделю назад еще первенство мира по греко-римскому среди юношей у нас. Костой Асланбек завоевал золото. Также Гантемир Мухаммад стал по вольной борьбе третьим. Так, общие результаты, я думаю, очень хорошо у нас идет спортивная борьба в республике. Ну, вы прям с гордостью говорите об исламе, вероятно, потому как он еще и воспитывается здесь у нас, в Ингушетии. Он воспитанник спортивного клуба Ади Ахмад. Он буквально до первенства мира приезжал, тут провел базовый сбор, подвелся. И у нас он в клубе тренируется с малых лет. А туда поехал, уже готов. Он у нас участвовал в сборной России на сборах. И этот сбор ему очень хорошо пригодился, как может. Он мне сейчас пишет, сбор. Мы хотели в прямом эфире пообщаться с Исламом, но нам сообщили, что он в пути и нет возможности нам пообщаться в ходе прямого эфира. Поэтому я думаю, как Ислам будет уже
дома. Наши коллеги смогут с ним встретиться в Даллендере. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что это прямой эфир. Уважаемые телезрители, у вас есть возможность задать свои вопросы, интересующие вас, по бесплатному номеру 8 800 505 45 48. И этот номер на протяжении всего эфира вы видите на своих экранах, поэтому мы ждем вашей активности. Руслан Курейшевич, вы отметили некоторые достижения наших спортсменов. Мне бы хотелось узнать, все-таки спортсмены, они взращиваются с малых, с юных лет. Вот какие шаги, вот, по вашему мнению, сейчас необходимо предпринимать и уже предпринимаются для развития детского и юношеского спорта в регионе? Потому как у нас очень много достижений среди юниоров. По крайней мере, мы постоянно их освещаем. Как можно сказать, юноши — это фундамент. Если не будет фундамента, значит, дальнейшего уже роста результата не будет. Если есть фундамент, то идет у нас именно поколение младшие растут, Бог кажет, он растет, опыт набирается. В общем, у нас молодежь, юноши хорошие. Сейчас у нас буквально вчера прилетел тренер из Москвы. Будет у нас тренер, очень хороший специалист, будет тренировать именно сборную команду греко-римской борьбы. И мы делаем договор с ним. И 2 года он будет уже четко работать на развитие греко-римской борьбы в республике. У вас, вами оказывается еще большая поддержка тренерскому сообществу нашего региона. Тренеры наши, вы их поддерживаете? Тренеры — это основной очаг, говорится, без тренеров роста не будет спортсмена. Это, можно сказать, второй отец для спортсменов. День, ночь переживает, тренирует. Я как сам личный тренер, я это знаю, работа тренерская очень трудная работа, но плоды не за горами, как говорится. У каждого есть цель воспитать олимпийского чемпиона. Это большой стимул, можно сказать, для наших тренеров, для наших спортсменов. Но если мы помогаем, и глава уделяет много внимания спорту, внимание получил уже интерес у тренеров, у спортсменов. Также у нас спортивный клуб, именно основатель спортивного клуба Харсиев Алихан, вице-президент спортивной борьбы России, очень многое делает именно для наших ребят. Стимул есть, из-за этого все рвутся и хотят тренироваться. Вот вы отмечаете для себя разницу в поколении спортсменов? Вот есть, да, вот каждый раз говорят, что поколения людей, каждый раз они разные, да, меняются их черты, характеры. А вот что касается спортсменов, если говорить об их дисциплине, целеустремленности, разные поколения спортсменов, которые вы наблюдаете, есть ли между ними разница? Поколений желаний намного больше было, но условий не было. А сейчас молодежь, есть сейчас у нас условия намного лучше, но желание уже чуть-чуть послабее. Но есть, конечно, спортсмены, у кого есть результат, где желание духмбивает, но не так, как раньше. Момент условий. Я думаю, очень много чемпионов было бы у нас. На звонок мне сообщают. Давай. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Ассаламу алейкум, Сайди Халш. Маша, ваша хасейдик. У меня такой вопрос, я как раз Руслан Лутжважа. В последнее время в интернете отвел публикации спортсмены наградить, да, первенство мира яхкарвы наградить, яхаже халк ханкандасыз. Мчар ухшашты, новое финансирование даю ленивой. Новое финансирование даю ленивой, но по возможности но на сегодняшний день у нас есть масштабы патриоты, можно сказать. Есть депутат Госдумы, Татри Муслим помогает нам, первый вице-президент у вас, первый вице-президент Ярижу Амир, Видижу Темирлан, Харсиев Алихан, они много, Доглож Бацик, Юлой Мохаммед Ал, таких потихоньку, но осталось, и мы по возможности всех стараемся охватить, и без внимания, в любом случае, дух целый, без внимания, спортсмен, да, целый, без ним, что благодаря.
есть вы привлекаете спонсоров? Спонсоров, да, у нас есть спонсоры. Там, ну, ряд дуккабокцик пигнах, но основном телефон датия, жук дат долж был. Разбавьте, мы масса нет, тут вам дукьячку уже yazmış. Уже телефон хаетик мечтия, а следующего. Ну, по мере возможности алкоголь. Руслан Курейшевич, а вот те спонсоры, которые есть на сегодняшний день, в любом случае, это инвестиция, конечно, в будущее, можно сказать, в будущее нашего народа, да, наших спортсменов. А вот те спонсоры, которые занимаются спонсорством, они что-то получают взамен? Да, им ничего не надо. Царца спонсор, но мы калцу, он скрывается. Но в любом случае мы делаем благодарственные грамоты от главы, там, этот момент его уделить. Но они не за этим, они любят спорт, развитие и видят, кто тренирует ребят, уже результат интерес ми, а кто просто так не доходит на многих детей. А кто уже явно знает, что конкретно Бог говорит, то они сами даже Если говорить о становлении тренеров, ведь это, да, половина успеха спортсмена, если не больше, это все-таки его тренер. Из хороших бывших спортсменов становятся тренеры, или же все-таки это не имеет значения, каким был сам тренер спортсменом, какие у него успехи за спиной? Ну, обязательно не надо быть олимпийским чемпионом, но в любом случае тренер должен эту атмосферу знать. Результат он не показал, но он был на сборах, прошел, боролся сам, но результат не показал. Вот с него тренер хороший, в любом случае тренер Хугуцина. А все говорят, он чемпион мира, он тренер хороший, не будет. Он даже олимпийский чемпион, может вообще тренерская работа, у него дают цюдочку дощиться. А кто, например, не олимпийский чемпион, например, чемпион мира, у него уже желаний намного, сам он не достиг результата, но он своих воспитанников уже намного желаний хочет здесь. Обязательно не надо быть чемпионом, чтобы был он тренером. А сейчас есть какие-то меры государственной поддержки именно тренерской работы, и хватает ли сегодня региону тренеров? На данный момент у нас идет заслуженный закон. Закон 60 РЗ. 60 РЗ. Именно заслуженный тренер России и заслуженный мастер спорта. Мы сейчас делаем, глава поддержать инициативу, правительство, Минфин, уже МРОТ. Договорились, МРОТ будет, уже 19 тысяч уже сделать. И пожизненной пенсии. Это единственный регион России, первый регион, Ваирис, будет получать сейчас спортсмен. Он борется, травму получил, все, цена да. А если с пенсии, уже он не пропадет, что-то у него будет хотя бы, если наход ноги алится, что-то будет. Спортсмены, тренеры, желание, интересно. Даже соседние регионы звонят, мы письмо, уже заинтересовали соседние регионы. Они тоже хотят спортсменов. Спортсмены же, тренеры же, благодаря. Нам надо обязательно им акцент сделать, внимание сделать, потом уже результат будет у нас. Да, действительно, это очень хорошая инициатива, которая была поддержана. Давайте примем звонок еще один. Пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире. Алло, ассаламу алейкум. Я хотел вас спросить, со скольки лет можно мальчиков на борьбу отдать, чтобы они реально там занимались там? Вот с какого возраста можно записать их в секцию на борьбу? Секцию, 12-13 лет уже, например, с 6 до 9, до 10 лет там особо грузить ребят нельзя. Они должны кувыркаться, растяжку, чтобы почувствовали, можно КВР сказать. Так можно гимнастику, бассейн, а вот профессионально уже 13-14 уже потихоньку нагрузка здесь. А до 12, до 13 даже ханздабелочи грузиться без тренера, хорошему тренеру попадутся, растяжка, момент, что можно вот так, 8-9 лет, 10, а больше. Тут еще имеет большое значение, мне кажется, психологический аспект, потому как спорт — это все-таки направление такое, требующее морального духа, и некоторые неудачи, они могут его поколебить. Работаете ли вы с обеспечением психологами спортсменов?
Но Возникает и такая необходимость. да. Ну, да, тренер, психолог, тренер, у меня мои воспитанники, многие были, они хотели уже оставить, дают. Один раз проиграл, 2 раза проиграл, 3 раза, все, не идет, магатсон, короче, это же все. А худутся. Сейчас упал, наоборот, когда ты халга настрой хализ, еще злее должен быть. И многие показали результат, да, я что понисим, да, не слушал, но дек бол бахя. Ханза даже, летишь бывает, берешь, результат, даже. Разбаланс, психолог, конечно, это очень важный фактор, очень важный. Психологически молодой парень, если он проигрывает, он уже, если его не настроить, если вы разрядите свой, то он может оставить и дальше не пойти карьеру. То есть есть такая возможность, да, на сегодняшний день обращаться к психологам. Вы, министерство, можете вот с этим оказать помощь? Возможно, даже на средства спонсорские. Нет, этот момент мы окажем. Вы сами, да? Я сам могу даже помочь. Я так чувствую, вы это будете делать бесплатно и сурово. Если говорить о ставках, что имеются у нас психологи, таких людей нету, но, как вы знаете, уже преподаватели и тренера у нас переведены в преподаватель тренерский состав. Они уже оказывают в своих возможностях психологическую поддержку. У нас тренера такие вот образовательную, какую-то информационную поддержку оказывают. Есть такие моменты. Но таких единиц в школах спортивных таких нету. Единиц таких нет. Да. А в большом спорте, я так понимаю, тоже нет, да, предусмотрено? Есть. В большом спорте есть, да, такие есть. Но в наших фоках, спортивных школах таких условий не предусмотрено. Но постараемся тоже этот момент закрыть. Да, если что, команда, которая будет выезжать, там серьезный результат, который показывает на серьезных мероприятиях, мы из средств, как министр выразился, из небюджетных средств стараемся обеспечить таких спортсменов, да, таких психологической поддержкой людьми. Вот есть такой аспект немножко. Выходим, можно сказать, своими силами. Давайте поговорим о спортивной инфраструктуре, которая у нас на сегодняшний день есть в регионе. Какую оценку вы даете, Руслан Курейшевич? Вот я приведу пример. У нас не так давно в регионе были представители Общественной палаты Российской Федерации. И вот они отметили, что было у них направление спорта. Они отметили, что в регионе на сегодняшний день все-таки не хватает спортивных учреждений. Мы, в принципе, и сами понимаем, что этому вопросу необходимо еще уделить дополнительное внимание. Да, за последнее время построено очень много объектов, но тем не менее все еще есть, да, населенные пункты, в которых есть необходимость, учитывая, что у нас и высокие демографические показатели. Отметить, действительно, в последнее время очень фокус спортивные объекты появляются у нас. Конечно, нехватка есть, но мы работаем над этим. Сейчас мы делать будем арену футбольную на 3500 мест. Глава сам лично говорил, что это обязательно нужно. Я встретился с замминистром Одессы Байсултану. Он пообещал, сейчас в ближайшее время вылетит в республику к нам, нашим главой встретиться. Я думаю, нам в следующем году, если вот эта арена и пару фоков, если будет, я думаю, и модульный зал у нас еще дополнительно. Я думаю, вот эти последние годы хорошими темпами развивается спорт, объекты в республике, и в Сунже новый фок. Сейчас Барсуки, да? Да, сейчас до конца года будет открываться Барсуки зал. Барсуки будет фок с бассейном, они все. В общем, работа идет, Те, что открываются, они все-таки построены основательно, да, я так понимаю, предусмотрены все возможности. Конечно, там серьезные залы, фоки в 3 этажа, бассейны, там тренажерные залы, залы для занятий различных видов спорта. Там серьезно основательно идет подход, там есть моменты. Но если учитывать еще, у нас сейчас уже идет подготовка к мини-залам, мини-футбольной арены. Моменты у нас присутствуют. Есть 2 площадки уже заложены, они уже работа по их залам идет. Давайте примем еще один звонок, как мне сообщают у нас дозвонившийся. Пожалуйста.
Алло. Сердик Калышин, задавайте ваш вопрос. Маша, да? Все, Сердик. У меня такой вопрос. В городе Сожи у нас построили ФОК. У меня такой вопрос. Когда он откроется у нас? Запустится ФОК? ФОК уже с понедельника, когда запустить ТЖ, мы уже подготовили. Там был какой-то момент с документами, вопрос решен. И буквально на следующей неделе уже запустит регион ФОК на Хаула. Как вы популяризируете все-таки здоровый образ жизни среди населения? Да, одно дело это спортсмены, которые имеют свои определенные титулы, успехи и так далее. Они этому уделяют особое внимание, это их цель жизни, кредо жизни. А вот чтобы население поддерживало себя в хорошей физической форме, для популяризации спорта, какие меры предпринимаются? Для популяризации спорта у нас идет поддержка, как вы уже выразились, поддержка спортсменов, которые заняли различные места. Министр сам вызывает, министр сам поощряет. Это один момент. Второй момент, у нас создаются и проводятся очень много турниров, как внутренних, так и внешних. Стараемся, чтобы наши спортсмены участвовали и охватывали весь аспект спортивной отрасли. И я думаю, это наиболее важный аспект того, что популяризация спортивного образа жизни, это показать, какие результаты и что показывают наши спортсмены, что добилась Минспорт в регионе. На данный момент показатели очень серьезные у нас, идет рост. Даже в цифрах, я думаю, будет не сказать, 189 спортивно-массовых мероприятий за 8 месяцев у нас проведено уже. Из них 137 выездных и 79 местных мероприятий. Из них участников наши спортсмены заняли за 8 месяцев 64 первых, 74 вторых и 130 мест третьих. Это официальные старты, не говоря уже о местно-региональных, муниципальных стартах. Несмотря это официальные старты, это серьезные результаты. И 7 спортсменов присвоено мастер спорта. Да, 96 спортсменов у нас КМСники, высший кандидат мастера спорта. И там идет 58 спортсменов, присвоено разряд первого разряда мастер спорта, 35 вторых разряда и 14 спортсменов третьего разряда. Это сухие цифры, но это показывает, насколько серьезный подход тренерского состава к своим спортсменам и какие результаты наши спортсмены показывают. И все, как мы сказали, уже Юлоев занял первое место, равняются на них. У нас 5 олимпийских чемпионов, у нас серьезные результаты, если смотреть, делить это на население. На 5 олимпийских чемпионов, это не каждый регион, не каждое государство в целом может похвастаться такими результатами. Соотношение озвученных вами цифр уже о многом говорит, действительно. Давайте примем еще один звонок. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Алло. Сердик Калышин, задавайте ваш вопрос. Алло. Алло. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер всем. Ассаламу алейкум, Руслан. Как вы знаете, пользуясь случаем, я хотел в первую очередь поблагодарить за поддержку, оказанную Русланом. Недавно у нас с 21 по 25 августа в республике проходил международный семинар и гала-турнир по ингушскому национальному шотсонлат единоборству. И, Руслан, огромное спасибо за поддержку, оказанную и за материальную, и за моральную поддержку. Доходила до нас такая информация, что под сомнением, стоит ли оставаться в должности министра. Хотел бы, Руслан, сказать, если кто и заслуживает оставаться на этой должности, то, Руслан, ты это в первую очередь. Это, во-первых, Руслан, ты на своем месте. Баркулон, я рясал. Поддержать ДРА.
10 лет мы не могли пробить вот этот национальный вид спорта. Предлагали многие перевести этот вид спорта к себе в другие регионы, но основатель этого соцсанлата Шукиев Магомед Гирей, гордясь тем, что он из этого народа, что этот вид вышел именно из этого народа, отказался переводить, хотя ему предлагали и жилье, и транспорт, и зарплату, и все всяческие услуги. Но из-за того, что вы нам оказали эту поддержку, мы смогли через 10 лет пробить эту брешь, провести этот первый семинар, обучающий семинар. К нам приехали из Грузии, приехали из Таджикистана, из Казахстана, с Челябинска, с Санкт-Петербурга, с Ленинградской области, с Ульяновска. Мы уже благодаря проведенному вот этому мероприятию сумели добиться, чтобы в Челябинске открыли Федерацию шот-санлат. Это впервые. Также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области открыли. Также есть договоренность открыть в Молдове. Также в Грузии договоренность есть открыть филиалы по развитию этого вида. Вы помогли сделать прорыв, вы оказали нам неоценимую помощь. Не только нам, как спортсменам, как организаторам, но и всему этому народу. Руслан Баркалхон, Диавриат Халхон, Каман Уаха Сидол, Шакбаха Яхил, Шакбаха, Диавриат Халхон. Баркалха Тогра. Видите, вы поддерживаете спортсменов, они вас вот так поддерживают. У вас взаимная поддержка. Да, это действительно прямой эфир, и мне бы хотелось отметить, что у наших спортсменов, давайте предоставим сегодня такую возможность позвонить и рассказать о тех турнирах, в которых они приняли участие, вот какие у них были впечатления, каких успехов удалось достигнуть, и вот, возможно, были даже какие-то минусы, которые вы хотели бы отметить. У вас есть возможность позвонить к нам на прямой эфир и об этом рассказать. Номер вы видите на своих экранах. Вот сейчас меня заинтересовало... у нас еще один звонок. Давайте его примем. Пожалуйста, говорите. Салам алейкум. Вот, как мы все знаем, в нашей республике, наверное, 100% не скажу, но 90% наших людей, включая детей, не умеют плавать. И еще один момент, вообще плавание, это, наверное, вы знаете, это входит в рецепты многих, для лечения многих болезней, связанных с позвоночником, да и не только с позвоночником, вообще со скелетом. Вот в связи с этими двумя критериями хотел бы задать вам вопрос. Вообще планируется ли строительство плавательного бассейна в нашей республике? Не такого там 10-метрового, а такого хорошего, 100-метрового, наверное, не получится, но хотя бы 50-метрового бассейна. Если не планируется, то просьба к министру подать заявку в Министерство спорта Российской Федерации на строительство такого бассейна. 50 хулиц. Это олимпийский стандарт, он имеет в виду. 25 бицевый мужичек был. Да. 23 عن مجيء عمل في مجيء Сунжи. وعمل فوكس 20-метровый 25-метровый да бассейн 50-метровый он бейн бас бодрял. Он хотел, наверное, выразиться олимпийским стандартом, чтобы он был. Но все фоки на сегодняшний день, которые строятся, они уже имеют бассейны, хотя не олимпийские стандарты, но полуолимпийские профессиональные стандарты. Для нашего региона, чтобы охватить полностью все население, было принято решение, чтобы построили такие фоки с бассейном плавательным. Но у нас имеется плавательный бассейн отдельно в районе Дворца спорта. Там уже серьезный подход, там серьезный плавательный бассейн, там уже можно заниматься. У нас там и дети уже занимаются, есть результаты. Но не все, один надо сделать профессиональный, да, вопрос. Халли в Москве Ахач, на стадионе на 3500, а как раз бассейн отдыхой. Может, пытка, не пытка, мы пойдем. У нас есть звонок, давайте его примем. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Алло. Салам алейкум. Сейдик Халшин, задавайте ваш вопрос.
Вас плохо слышно, пожалуйста, задавайте ваш вопрос, вы в прямом эфире. Ага. Слушай, Николай, ассаламу алейкум. Руслан, вот халка начал пункт, что каждый это команда здесь аучу Руслан Волчан. So, Бог хамдей вот же хочу мама дядь глава вот хоть когда тенге мама с футбольной команде его футбольной команде че так ханды есть вообще футбольной команде миви да хакала сагут тешкал бежи ханда так энгуште а ты же халарвяш замсик молодой чем можешь уйти дальше да по этапу. Доходит не все. Ладух, дахо. Доходит все. А там ингушские эти команды же их лучше. Если just да, полсагу, just того, проиграть бить любой чур. А желтый кашка, может, халяка, тема пачки, а момент что-то становится. Союз, да, века, дошло, такие камеры, развитие спорта, общее развивается, да, Руслана могут, да, развивать. Юстер хачивили, юстер на да, хамдуачуш, спорт ездишь, хамда, а на школу шаявень. Школа же полностью закрытия, хачива халк, первый школ триолчкана, Латыш, герны же, олач хамар, дайвахы, же, молю футбола, волейбола, тудики ту. Казак эла, дачу решак консаги. Слабо был нахма. Вока урсаги, да, хакла хамдиша, дачу решак, шибердики шак, да, нам вот хашил вокче. Говоря футбол, вот тудики ту, так эла школ. Аграрник хайвиха, сторож хайвиха, Москвосак, Пурумдиха, дайвах истории. Который дал хермидию республика Юлии, который федеральный, да ему чего дакила до мостов захам. بين وقت يا حماس وعم تنعيبي عيبي لا بين تغن زوق ستورج وديريكتور شكون سكعشوية الشات سينت يعني توش والله ده فضل بيلدر سوزين موج كانت واقع شو سجوا بوجد حياة أنتو توشتي رايحة بوجد حياة أنتو بدأت يشتغل بدأت شيء بدأت بوجد أسير كده يعدوق جيش ويعوسو عن площадке шабят футбольный, волейбольный, резиновый, аравия хаусу. Ахчастилу сторожа. По икама набрать. Директор договорится ли, давайте позже нашей школы будет тяжело, что арали зался. Пеханзы закрыла, чему шелхами школу закрыла, открытия, прекрасные уже, освещение, долхамды, разрешения, себе аллозия, сохранения. Как по развитию идлахвы, юрстве развитие цього звичайно идлахвиш. А там судьи бы, экстремом бы. Судьи бат, республиканской команде судьи бат. Туда что судьи бат, хамдуасты, заехал туда шкударя. Согласен, того что говорит. Молодежная организация, хорошая, мы чахи, юрсочка. Голова представитель юрсов. Голова и класс, я мучат, голова, а что тебе? А нет, я забуду вот так. Вы из какого населенного пункта? Со всего Галашки его, Вахыш, гражданин, то есть прописан, Вахыш абсолютно. Просто Галашк, музей, Палком, Алхасти, допустим, имеет. Представитель вас, молодежной организации. Там даст, так язык, Вахым, имеет свора, ханялче, юрт Вахсак, развитие у вас сейчас затупиться для царя, телефон чвяра, компьютер чвяра, бал бовенцу, хулуцок, развитие уже, там на ости вахулуценцу. Барков Хатохарах. Руслан Куришевич, речь шла о сельских поселениях Сунжинского района, о том, что необходимо, да, уделять им как бы внимание, о том, что спорт начинается из села, вот насколько вот если резюмировать все вышесказанное. Если у нас там физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные площадки, ну, в частности, давайте возьмем это Галашки, Мужичи, Алхасты, по крайней мере, я услышала Алхасты и Галашки.
не наши подведомства, административные вещи. Но в ближайшее время мы работаем на все ФОКи, что передали Минспорт учреждения, чтобы мы лично контролировали спорт социальный. Есть некоторые объекты, я проверял, начальник отдела по спорту. Да. Каждый. А там я зашел, вообще спорт социальный связан, так, если он спортом не связан, может развитие развитие Избанцы, Минспорт подведешь школе, уже каждый объект, каждый начальник отдела будет заниматься спортом, молодых, уже развитие намного тогда. Вроде процесс идет, и глава вроде поддержать моменты. А что я не развивать, тем более футбол, выбираешь футбол, что адух миези. Ну, конечно, борьба, бокс, это тоже нужно, но футбол тоже с детства, это тоже нельзя забросить и сейчас. Мы сейчас воркаут уже, и мы запросили около 20 воркаутов, и каждое село воркаут, галаш, мужич, каждый запросить. Именно глава поручения в каждом селе, чтобы было у нас воркауты. И молодежь занималась. А то действительно телефон шхайши, бамба и берешь. Футбол, мячик, хамхалчи, они будут с утра до вечера бегать, бургут сами, он лозу. Занимание, я говорю, здесь хажит дуй, ничего. В Алхастах у нас построено мини. В Алхастах глава подарить, адыгея глава вейчин. Чуа качественный, чуа футбольный, баскетбольный и воркаут там, 3 площадки. Чуа качественный уже. Вот Алхасты уже всем дукбары, чуа ряз был, сделал ряз. Я проехался специально, только молодежь, всегда тренировки берешь. Каждый силовой школе, я думаю, это будет большой прорыв. Воркаут-площадки — это очень значимо. Какое-то время в регионе уделялось этому особое внимание для развития уличного вида спорта. Это тоже, да, сейчас в тренде, очень популярное направление. Это касается напрямую не столько поддержки спортсменов, сколько физической культуры, да, и здорового образа жизни среди населения. Это очень значимая работа. Вы отметили, что футбол нам необходим, тем более, что у нас хорошие успехи у нашей футбольной команды. Что вы можете сказать? У нас Ангушт довольно-таки, да, с хорошими показателями идет. Ангушт у нас находится на сегодня на 2-й лиге, зашел. Он действительно 9-й строчке, действительно показывает хорошие результаты. Есть. Да, немножко в финансовом плане, немножко там проблемы присутствуют. Есть. Об этом мы проинформированы. Этот вопрос глава сам лично держит на контроле. Первый заместитель председателя правительства Юлой Магомед тоже личный контроль держит этот вопрос. Да, есть некоторые вопросы, некоторые проблемы, но я думаю, в кратчайшее время эти вопросы у них будут сняты, проблемы эти финансовой части, я имею в виду, вот будет все сделано. Но хотелось бы еще сказать, что затронуть еще один аспект, который человек обратился, да, немаловажный, то, что общеобразовательные школы, как он обратился, закрывают свою территорию, не дают доступ и детям, и жителям нашим заниматься там, спортом, там, активным образом жизни. Да, есть такой момент, есть такие проблемы присутствуют. Обращение у нас было по таким вопросам. Этот вопрос, мы этот вопрос пытаемся как-то решить, но мы должны понимать тот факт, что Министерство образования, детские образовательные школы — это закрытые учреждения, это особо опасные объекты, там нельзя такого допускать доступа, им прямого доступа, но пытаемся решить этот вопрос, пытаемся как-то сойтись с Министерством образования. Министерство образования идет нам навстречу, да, оно пытается, но свой регламент они тоже должны придерживаться своего регламента, есть некоторые моменты. Но мы, я думаю, некоторое время еще этот вопрос мы урегулируем, да, и есть... Да, там новый министр. Ахмад Цароев. Он любит спорт. Давайте учитывать еще тот момент, что сейчас усиливается охрана учебных заведений, да, школьных учреждений.
И не каждому родителю понравится, что доступ есть в детское учреждение, да, у любого человека, который захотел там заниматься спортом там, и так далее. Это специальные отведенные заведения, и, возможно, это даже правильно, что не у всех есть туда доступ, и он ограничен. Тем более, что нынешние реалии, современные реалии, не только в Ингушетии, да и в целом даже в России, они требуют того, чтобы эти объекты особо охранялись. Да. Были тому явные примеры, да, у нас за границей, так вообще там происходят перестрелки вечные, какие-то непонятные новости оттуда все время стекают. Поэтому ввиду всех этих обстоятельств, это очевидно, да, меры безопасности, очевидно. Есть такой аспект. Так, у нас звонок мне сообщает. Давайте его примем. Пожалуйста, говорите. Вы в прямом эфире. Сердик Халашин. Алло. Ладуха, Сердик Халашин, задавайте ваш вопрос. Наша Валдаша, Сердик. Вот у меня вопрос. Я житель сельского поселения Сурхахи, Якуб Тунгулев. По строительству ФОКа в Сурхахах у нас вот по всей республике вот, построены ФОКи. У нас один из крупнейших населенных пунктов Ингушетии. У нас нет ФОКа. У нас переоборудованный ДК под ФОК, но там таковых тренеров дзюдо, вот этих вот нормальных новых тренеров нету. Там борьба, в основном у нас 2-3 тренера там. Но у нас населенный пункт большой, и желающих заниматься разными видами спорта молодежи очень много. Этот вопрос поднимался, и главе задавали этот вопрос. Мы заявку подали, именно каждое село, которое нуждается, большинство, и Сурхахи, там, Яригой, населенный пункт уже, заявку подать, и каждый, сразу же лучше фокуша. И каждый год по 2 ФОКи, и потихоньку мы закрываем все вот эти населенные пункты. Ну, чуть-чуть подождать надо. Ну, разработка проекта, конечно, все это требует определенного. Да, мы можем сразу и у других, наверное, населенных пунктов, городов есть такие же сопутствующие вопросы. Строительство 9 физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным игровым залом 42/24 у нас заявлено сельское поселение Плиево, Редант, Инархе, Южный, Нижние Ачулки, Алхасты, Алкун и Сурхахи. 9. Это инициатива вашего министерства, да, я так понимаю, да? Вы заявили о том, что эти физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные учреждения сегодня региону необходимы. Нуждающиеся, самые нуждающиеся, острые есть. Да, действительно, Сурхахи этот большой населенный пункт. Населенный пункт, и тот населенный пункт из того, кого вышел у нас олимпийский чемпион Назир Манкиев. Это немаловажный тоже важный фактор, действительно, нужно, учитывая, что даже масштабы этого сельского поселения, которое постоянно разрастается, конечно же, там необходимо. Ну и кроме того, ту заявку, которую мы подали в Минспорт России, включены еще, можно озвучить, там 9 строительных физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейном, да, это Назрань, Карбула, Кантышево, там Газиюрт, Талакова, Сунжа, Малгобек, Сурхахи еще дополнительно, это еще большой ФОК с плавательным бассейном, Алхасты. И во всех этих ФОКах мы уже будем запрашивать по мере одобрения земельные участки, чтобы под них отвели. Дальше уже закупка 10 комплектов спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации имеющихся футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками вокруг. Это серьезная заявка. Если хотя бы половина из того, что мы заявили, нам удастся и нам одобрят, это будет хорошее подспорье для нашей республики. Это серьезное дело. Да. Это напрямую влияет вовлечение населения на активный образ жизни, популяризация спорта в целом. Мы, да, в свою очередь, представили такой проект, что написали в связи с тем, что в республике в настоящее время занимает последнее место среди субъектов СКФО по обеспечению спортивного сооружения. На этот счет мы ссылаемся, именно делаем аспект на этот фактор. Я думаю, новое руководство Минспорта России, министр не даст соврать,
сам лично министр встречался, одобрили, пошло навстречу. Ну, в дальнейшем уже, я думаю... Ну, нужно время для реализации всех этих проектов, конечно же, нам. Мне сообщают, что у нас еще один звонок. Давайте его выслушаем. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире. Ассаламу алейкум. У меня два вопроса. Первый вопрос это касательно санитарных норм, вот таких объектов, которые сейчас вводятся в эксплуатацию. Они проходят, они или нет. Насколько я знаю, потому что я сам тренером работал раньше, и в советское время вот именно вот эти помещения, да, вот эти быстро сборные, вот эти металлические конструкции и вот эти панельного типа, они идут как по СНИПам, я не знаю, они проходят или нет, как производственные или складского типа помещения. Вот мне интересно, вот какой-то нормы есть вот этих объектов, которые сейчас даются в эксплуатации, как спортзалы. Потому что я по всей России ездил, видел эти объекты. Как у нас в Ингушетии, вот эксплуатация этих объектов есть, кем это все регламентируется. Вот мне этот вопрос интересен. Есть, как они проходят, подходят они для этих целей или нет. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот сейчас последние тоже лет, наверное, 10, наверное, такая практика. Это, наверное, не для кого секрет. Вот ребенок тренируется, там в спортзал ходит, когда соревновательные, там, допустим, соревнования наступают, им надо ехать куда-то на соревнования, это в пределах республики. И начинается там, на грамоты надо, на кубки надо. То есть ребенок едет на соревнования, он там должен определенную сумму, там, по 1000 рублей, по 1500 рублей, на проезд, короче, до места соревнований деньги. И вот это тоже. И неужели у спорткомитета на эти цели средства не предусмотрены? Вот у меня вот эти два вопроса. На второй вопрос ответить, да, за первый, да, на сегодняшний день Министерство спорта 32 миллиона и бюджет на все виды спорта. Мы делаем официальные старты. Это первенство республики. Медали покупать, Ахштил не нужно. Это делается у нас. СКФО, Россия и Европа, мир. Это мы все оплачиваем. На сегодняшний день всегда ахшдаться лучше. Хабин сагват. С Хавай, Соулч Хавай, ши ахчавахана. Любой разбор еще. Я знаю, что осталось у нас сейчас какой-то лимит сайта, и каждому распределили и ЗИДО, и бокс полностью. Вот эта сумма его, он должен рассчитать официальный старт. А вот обычные турниры, вот там они еще юцар, нос хамюцар. Чем больше проводят эти турниры, берешь момент политик для опыта. А так, один HD до рубля, до копейки берешь, дадут вот эти последние, вот эти 5 лет, как я знаю, там лево не уходит, четко считаны дадут. Если кто-то дойдет, хавинсун доказать, дай любой амхади еще уже. Пожалуйста, так, насчет первого вопроса. Те объекты, которые на сегодняшний день вводятся в эксплуатацию, это капитальные сооружения, капитальное строительство. Это не модульные залы, это не каркасные, как выразился наш обратившийся. Капитальное сооружение, капитальное строительство. Там, конечно же, идет свой ГОСТ. Министерство строительства насчет этого вопроса курирует полностью аспект. Санитарное, эпидемиологическое. Там все присутствует. Таких вопросов введения в эксплуатацию снимается. Нет таких. Вот эти вопросы сам глава лично курирует. Лично контролирует. Там отчистные. Не один сейчас последний год вот садик, фок, не фок, без отчистные, без этих палок. Вытяжка. Все присутствует. Четко эти годы. Фоки все есть там. Может, халханаржи там нету. И мой Сунджи был фок, там не было полностью. Дагайлы, сажи, новые, хамия есть фок. Там все по регламенту, да? Да, все по ГОСТу, все в рамках закона, в рамках
норм, все присутствует. Все новые объекты? Все, все новые объекты, которые вводятся в эксплуатацию. Но то, что было построено, это уже там некоторые, да, есть проблемные вопросы, есть нарушения в некоторых местах, но силами своих средств, силами изысканий внебюджетных, пытаемся нашими Министерством спорта, подведами, пытаются решить этот вопрос, но есть моменты, которые требуют серьезных вложений, серьезных финансовых средств, не получается пока. Это те объекты, которые были ранее построены. Но данные объекты, которые вводятся и ввели в эксплуатацию, они по ГОСТу все проходят. У нас звонок, давайте его примем. Пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло, ассаламу алейкум, Сейди Калшин. Так, внимательно слушаю вашу передачу. Вопрос у меня такой, постараюсь быть кратким. Где-то 1,5 или 2 месяца назад тоже смотрел прямой эфир. Вопрос у меня, футбольный клуб «Ангуш» меня интересует. Вот последняя игра у них была очень невзрачная. Мы, болельщики, встречались с руководством. Вот 2 месяца назад слушали мы, когда прямой эфир, радужная была такая обстановка, все хорошо, все, никаких проблем нету. Но после вот недавней встречи с руководством, что-то нас очень сильно, мы переживать начали за этот клуб. Потому что, насколько мы знаем, не хватает катастрофически игроков из-за невозможности заявить, а это все как бы с финансами. Там вскользь прозвучал, что с финансами проблемы есть. Ну, я так понял, что у нас не слабые проблемы, потому что команда сейчас уезжает, насколько мы знаем, там почти без запасных. Хотелось бы прояснить эту ситуацию, насколько у нас там вопрос, мы с руководством разговаривали, вплоть до того, что как бы или сниматься мы будем, или что мы по этому поводу конкретно есть у нас сказать. А в принципе Ангуш никогда, по-моему, не скрывал, и руководство никогда не скрывало, что есть определенные, да, финансовые проблемы. Конечно, есть проблемы. Такие Сергей Баширович. Как я сказал ранее, повторюсь еще раз, да, финансовые проблемы там присутствуют. Надо уточнить, сказать, что финансовая часть обеспечения Ангушта, она лежит не на плечах Минспорта. Это бремя идет правительство республики. И, как я уже сказал ранее, это вопрос на личном контроле у главы республики, у первого заместителя председателя правительства Юлоева Магомеда. Насчет финансирования, части финансирования, да, я знаю, мы знаем, министерство этот вопрос курирует, да, на особом контроле, насколько мы в курсе, финансовые средства ищутся, изыскиваются, чтобы наша команда «Ангушт», она не вылетела из лиги. Надо там нужно внести членский взнос, он еще не погашен. Да, как сказал наш обратившийся, команда едет без запасных. Это из-за того, что там есть некоторые проблемы с заменой игроков. Не дают заменить игрока из-за того, что именно не внесли членский взнос. Их ограничивают в действиях. Так дела обстоять долго не могут, конечно, да. Или станет вопрос, как сказали уже, или вылет из команды из второй лиги, или оплата. Да, там смотрят, да, они ищут средства. Я думаю, в ближайшее время средства найдутся, будет, я думаю. Наши игроки, они показывают такие хорошие результаты. Я думаю, там будут средства. Там есть некоторые вопросы, но будут, иншаллах. Ну, будем надеяться на лучший исход этой ситуации. Ранее в нашей программе говорили о развитии национального вида спорта шот-санлат. В действительности давно о нем не слышали. Хотелось бы узнать, какие сейчас дела у этого вида спорта у нас в регионе. Было отмечено, что вы поддержали это направление. У нас впервые в республике поддержать пляж. И, как говорится, не на шутку разогнали залы. И по всем регионам, даже в Грузии, да, за пределами России,
все уже сплочить, да, так говорится, но лично курировал у нас Тагир Адикаху, ситуация объяснить. Да, есть в 2008 году, по-моему, если память не изменяет, был внесен в Государственный российский реестр национального вида спорта шот-санлат. С того момента, с того времени, пока что, насколько я знаю, насколько мы проинформированы, эта работа Мамадгири Сукиев пытался, там, но не продвигалась. На сегодняшний день впервые в республике, да, международный семинар и гала-турнир провели. Как обратившийся уже рассказал, кто там был, высокие гости. Как уже сказали, в Челябинске у нас открыт зал. Мы представили представителя там, в Челябинске, в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области. В дальнейшем идет развитие уже за пределы России, в том числе и в России, но и за пределы. Грузия заявила, что она хочет открыть зал шот-санлата. Шот-санлат, да, я понимаю. Что? Смысл я понимаю, да. Так мы же ты сейчас есть шахматы, играешь в шахматы, потом уходишь дерешься. Нет, это шахбокс. Шахбокс. Это шахбокс. То есть вы будете провести интервью? И тому тоже в преддверии вот этого гала-турнира мы провели 2 боя по шахбоксу. Лото, шахматы, знаю, лото. Решили совместить, да? Да. Интеллектуальный. Силовой вид спорта и интеллектуальный. Да, действительно, в последнее время это у нас в регионе довольно-таки актуально, учитывая, что мы развиваем шахматы у нас в регионе. Да, ну, у нас есть спортивный клуб Ади Ахмад, где у нас борцовский клуб. Там же у нас на 2-м этаже есть шахматный клуб. Сразу же боремся, идем, играем. Так, вы меня поправьте, это у нас инициатива, у нас зародилась, что ли? Зародилось это направление или как? Нет, она уже было, да? Но в республике тоже в рамках вот этого гала-турнира был проведен такой Надо признать, я впервые просто слышу. 2 матча, чтобы у нас мы уже будем сейчас выходить на федеральный уровень, чтобы его зарегистрировали, федерацию сделали, чтобы у нас региональным, чтобы был присутствовал. Замечательная инициатива. Мы думаем, что он встретит своих спортсменов, поддержку имеет уже. Наши ребята сегодня, развиваемся. Да, сегодня уже было заявлено, что наших спортсменов из числа боксеров вызвали на всероссийские мероприятия именно по шахбоксу. Учитывая, что здесь уже как бы должна быть холодный ум и стратегия. В шахматах, а вот физическая подготовка тоже, да, действительно. Ну, очень сложный, мне кажется, вид спорта, потому как нужно менять это направление, как сориентироваться, да. Давайте примем звонок. Мне сообщают, что у нас дозвонился телезритель. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Руслан, ассаламу алейкум. Добрый вопрос. Сожители Насылкорта, улица Хаутиева, если Лахшуса. Вот у нас такой вопрос от нескольких жителей, которые каждый день посещают стадион Тишхултко. Такая ситуация, поле футбольное относится якобы к МВД. И фоки из жидо тренировка шамашхур. Цигуна долждла хама дахамда тича. Мусор ейн хамаш, могла тигр баскетболер. Последний раз ханха примерно баддин дали. Чуаму картин $10 дихана. Алла ваште дали. Хажвезерстик хавина давина дихана. Кому бы оно не относится, хадж чуадик хутер. Второй вопрос. Ох уже красин тачидян дихана. Красил кахама окуш полям то добро. Занг мини в поле. Цугуна доллар. Татех бахку губолстик. Это имеется в виду عشان بس ساون متهم يوصل إحشك ده ناجك طلش وغراء سنتي تجار مجامعت يا رازة стадионе Динамо стадион Динамо пахмути وغراء ده وغراء غير يوش بمطليو تحشري قانر خلمرزيوسكي إير
цик ситуация мышти я Руслан. Та батаю волчаным, цик ходишь. Та уборки, меткер, цыганыр я зацер, но оказывается цыганыр дорогет, трчуа порядок юлшан, дар ханз вообще запущенный. Мусор уахгулютсгич, нет, мы собираем там мусор. Хаяха, гяныш улица харытайса, ержик акайсаят. Теперь хаяха, гяныш тахч, дихмна дая, гутешка хаяха, хантыз фоки по муталиуя, цепеш чуа гяныш ура йолхуж, лахтыш гяныш. Стадион нечер режим, аз та узбек валья, азиет хакни, да гыркаси дядарцгич. Тошлилыш, астахудулыш. شو موي سيتوازي والله حواش $1 حتى حبين شان دات $2 ترتخ يجي دوا نوغستل تدروخ مت جت تروخ قوتشي من سيتوازي شو قيتر يخشي يدين سنه غصان دائما بدي شن ده سهي يا اخي هنا حيان ده وقت تجي ده سعي يخ ومي زما تكرت ده سهي بلغدي هنا تجوا موي سيتوازي هنا Все, понял. Кейтеронсу, да, Ландели, в ближайшее время выехать до Донца, с МВД или в любом случае спортивный объект, мы причастны, в любом случае, объект, еле ети, а выехать для Сухажи Гуцевич, ваш театр, а Малуцик, директор Малуцик. На безвозмездной основе по договору пользования он был передан МВД. МВД? Да. А хаж биишься? А хаж биете, да, передать еще ети? Обратная вещь. Нам надо поработать. Выехать до дома. Да, Лендер. Рустам Курейшевич, мы уже говорили, да, о развитии спорта в регионе. Интересно, вот женщины у нас, спортсменки есть. Что вы можете отметить? Есть ли, создаются ли для них условия? Девушки идут в спорт сегодня в регионе? У нас есть отдельный зал по художественной гимнастике. Там все девочки занимаются, показывают хорошие результаты. Не, в любом случае, ну, Кейтерс, да, дальше. Ну, пару девочек у них сборной России попали по художественной гимнастике. Хороший показатель, насколько известно, да. И по Кавказским играм у нас сейчас представлена девочка одна по стрельбе из лука. Есть не такой сильный охват, конечно, но девушки тоже присутствуют, женский пол есть. У вас есть возможность обратиться к нашим спортсменам, ну и жителям региона. Вода, спортсменочек. Ни в коем случае не сдаваться. Упал, значит, надо вставать и стать еще сильнее. И самому надо доказать здесь каждый спортсмен, что это я хочу, в первую очередь, спортсмена. Он станет чемпионом мира, олимпийским чемпионом. В первую очередь для него это самое лучшее. Потом тренер, потом семья, там люди. Здесь харснер лишаться, гали узищаться, спортом заниматься. Спорт — это сила, как говорится. Спасибо вам, что пришли и ответили на наши вопросы. Я благодарю наших телезрителей, что были с нами, что звонили и задавали свои вопросы участникам нашей программы. Это был Министр онлайн. До новых встреч на канале Магаз.